Мухтар Умарханович Ауэзов родился 16 сентября 1897 года в урочище Шингастау Семипалатинской области Российской империи, ныне Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан. Семья Ауэзовых находилась в родстве с семьей казахского поэта Абая Кунанбаева. Мухтар Ауэзов рано лишился родителей. Отец Омархан умер в 1900 году, мать Нуржамал в 1912. Маленький Мухтар воспитывался у дяди Касымбека. Летом 1917 года по старинному обычаю и по воле близких родственников Мухтар женился на 15-летней красавице Рейхан. В 1918 году у них родилась дочь Мугамиля, а через год сын Чукан, рано ушедший из жизни. В 1920 году их брак распался. При разводе Мухтар забрал себе дочь, о которой заботился всю жизнь. В 1917 году была поставлена первая написанная Мухтаром Ауэзовым пьеса «Енлик Кибек». Впоследствии Мухтар сдружился с сыном Абая Турагулом и женился на Камиле, внучке великого поэта, дочери его сына Магауи, но этот брак вскоре распался. В 1918 году Мухтар Ауэзов и Жусубек Анмауитов издали семипалатинский журнал «Абай», который после выхода 12 номера был закрыт по идеологическим мотивам. Осенью 1922 года за нарушение партдисциплины и проявление национализма Ауэзов был исключен из партии большевиков, в которой состоял 3,5 года. В октябре 1923 года поступил на филологическое отделение Ленинградского государственного университета. Там произошло знакомство Мухтара Ауэзова и Валентины Николаевны Кузьминой, которая стала его третьей супругой. В 1929 году родилась их дочь Лейла, впоследствии доктор исторических наук, директор Дома-музея Мухтара Ауэзова. В 1930 году Ауэзов был арестован по обвинению в связи с организацией молодых казахских писателей «Алка», и он провел 2,5 года заключения. Жена с дочерью вернулись в Ленинград. Выйдя на свободу, Ауэзов преподавал в вузах Алматы, продолжал писать пьесы. С детства стали известны произведения Абая. «Мой дедушка Ауэз был его друг». Много места в воспитании Мухтара уделяет дед Ауэз. Он учил его грамоте и привил любовь к литературе и поэзии Абая. Абай становится путеводной звездой Мухтара Ауэзова. Дедушка заставлял нас, внуков, по много раз перечитывать и оригинальные и переводные стихи поэта. Особенно строго требовал он, чтобы мы знали наизусть письмо Татьяны Конегиной. Абаю писатель посвящает монументальную 4-томную эпопею «Путь Абая». Этот роман переведен на многие языки мира. Немецкий писатель Альфред Курелла говорил о романе так. В 1954 году в Москве он завершил тетралогию «Путь Абая», вошел в состав редколлегии журналов «Иностранная литература» и «Дружба народов», выступил с докладом о творчестве Абая на торжественном собрании в колонном зале Дома Союзов и триумфально вернулся в Алмату, где был восстановлен во всех должностях. В 1959 году за диалогию «Путь Абая» Мухтару Ауэзову присуждена Ленинская премия. Он был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва. Группа советских писателей в 1960 году посетила США. По возвращении работал над циклом очерков «Американские впечатления» и над новым романом «Племя молодое». Летом 1961 года уехал в Москву на лечение. 27 июня 1961 года умер во время операции. Похоронен в Алмате на центральном кладбище. За годы своей жизни Мухтар Ауэзов написал не один десяток рассказов и пьес, стал одним из символов казахской литературы. О нем тоже написано много книг, посвященных его творчеству. В нашей библиотеке также оформлена книжная выставка, посвященная Мухтару Ауэзову.